Страны ООН призвали Китай уважать права человека из-за политики, проводимой администрацией Пекина в отношении уйгуров. Выступая от имени 23 стран на собрании Комитета по правам человека при Генеральной Ассамблее ООН, представитель Великобритании заявил об обеспокоенности по поводу информации о нарушениях прав человека в Восточном Туркестане. 23 страны, включая Соединенные Штаты, Канаду, Японию и Австралию, призвали Китай выполнять свои международные и национальные обязательства, а также обещания по соблюдению прав человека. Совет также попросил Китай предоставить международным наблюдателям доступ в Восточный Туркестан. Кроме того, заместитель постоянного представителя Турции в ООН Серхат Варлы напомнил, что Турция пытается решить уйгурский вопрос при помощи совместного диалога и двусторонних переговоров с Китаем. Палата представителей США приняла закон об уйгурских правах человека. В момент увеличения репрессий, ставших повесткой дня, представители США приняли законопроект об уйгурах, который был окончательно представлен в парламент 11 октября. Принятый законопроект призван стать мотивацией для многих действий, в том числе осуждения репрессий, массовых арестов и пыток над уйгурами как на территории Восточного Туркестана, так и за рубежом. Число погибших во время антиправительственных демонстраций в Ираке возросло. В письменном заявлении, сделанном комиссаром по правам человека при парламенте Ирака, указывается, что за последние 6 дней число погибших во время протестов, прошедших в Багдаде, а также центральных и южных областях страны, достигло 100 человек. Количество раненых демонстрантов и полицейских составило 5500 человек. Иракцы протестуют против безработицы, коррупции и недостаточного социального обслуживания. Джамму и Кашмир, особый статус которого был отменен 5 августа Верхней палатой парламента Индии, сегодня официально был разделен на 2 территории. Согласно новым поправкам, Джамму и Кашмир не смогут обладать своим флагом и конституцией. Индийское правительство утверждает, что предпринятый шаг улучшит экономику региона, поможет интегрировать штат с остальной частью страны и увеличит благосостояние людей. Согласно сообщениям индийских СМИ, правительство правящей партии вело реструктуризацию Джамму-Кашмира, начиная с 5 августа. Название региона было изменено на объединенные территории Джамму-Кашмир и Ладак. Отделение Великобритании от Европейского Союза обойдется стране в круглую сумму. В письменном заявлении Национального института экономических и социальных исследований, базирующегося в Лондоне, было отмечено, что выход Великобритании из Евросоюза приведет к тому, что к 2029 году валовой внутренний продукт может упасть на 3,5% и обойтись стране в 70 миллиардов фунтов стерлингов.